Повестка дня третьего заседания депутатов Совета городского округа 4-го созыва оказалась обширна. В нее были включены вопросы, касающиеся единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, нормативов градостроительного проектирования, утверждения расчетного показателя рыночной стоимости приобретения жилого помещения на одного члена семьи, а также назначение публичных слушаний. О бюджете все желающие могут прослушать информацию 7 декабря в 17:00, о правилах землепользования и застройки городского округа 27 декабря в 16:30, о проекте планировки и межевания территории вновь проектируемым микрорайоном многоэтажной застройки Восточный 2, который расположится на пустыре между Сибайским институтом и частной застройкой поселка Дом Рыбака, 27 декабря в 17:00. Все публичные слушания состоятся в актовом зале администрации города. Кроме этого, депутаты единогласно проголосовали об изменениях в положении о городской премии имени Рамазана Умидбаева в области литературы, публицистики, образования и искусства, а также об установлении мемориальной доски основателю образцового хореографического ансамбля «Гульдар». Предлагается вручить премию ежегодно в день проведения городского мероприятия «Итоги года» и увеличить размер выплаты с 6 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Расходы, связанные с выплатой премии, изготовлением диплома лауреата, производить за счет средств отдела культуры. Коллектив авторов на соискание премии имени Рамазана Умидбаева допускается в виде исключения. Кто за? Кто против? Воздержался? Предлагается установить мемориальную доску основателю образцового хореографического ансамбля «Гульдар», заслуженному работнику культуры Умидбаевой Риме Петратовне на жилом доме по адресу Горького, 39. Финансирование данного мероприятия будет производиться за счет средств, собранных выпускниками коллектива и родственниками Риме Петратовны. По завершению заседания депутатов Совета городского округа присутствующим были представлены новые руководители учреждений и отделов. Теперь детскую художественную школу возглавляет Гульнас Акназарова, начальником отдела культуры стала Элиза Киреева, а директором Сибайской студии телерадиовещания назначен Артур Умидбаев. Новоиспеченным руководителям пожелали плодотворной и успешной работы. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.